Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в течение следующих 7 дней? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Что ждет вас следующие 7 дней. Так. Мои дорогие, будущая неделя для вас какая-то идет прям, не знаю, праздничная, что ли. Очень много людей вас окружают. Может быть, у вас будет день рождения, юбилей, не знаю, празднование чего-то. Возможно, кто-то отправится на долгожданный отдых. В любом случае, эйфория. Вот эта неделя, она идет под лозунгом эйфории, счастья, удовольствия, веселья, наслаждения жизнью. Очень хорошая неделя. Может, вы в отпуск пойдете и будете прям кайфовать от этой ситуации. Я вижу вокруг вас много людей. Почему мне идет день рождения? Потому что очень много людей. И все, смотрите, все, вот вы в центре, да, и смотрите, все люди на вас смотрят, да, все над вами прям склонились, да, все хотят вас, не знаю, там увидеть, с вами поговорить, все вам рады, все вам улыбаются, да, либо это вы в каком-то отеле, да, и все готовы там вам услужить, либо действительно у вас какой-то праздник, и люди рядом с вами. Здесь у вас чайка, которая летит, понимаете, то есть полет может быть, полет на самолете, полет в свою мечту, к своему удовольствию, к своему счастью. Вот этот момент тоже есть. Кстати, опять же таки, будьте аккуратны, либо кто долго ждал и мечтал, вы можете узнать о беременности, о зачатии и беременности, потому что это новая душа, новая жизнь, которая уже у вас в животике. Либо вы узнать можете о беременности дорогого вам человека, близкого вам человека, и это просто вот идет радость и счастье от этой новости, от этого осознания, что вот кто-то там, может, доченька ваша там забеременела внучком, да, либо внучечкой, либо, может быть, это там сестра ваша, да, может быть, там любимая подруга. В любом случае, эта новость идет именно радостная и прекрасная. Опять же таки, да, вот рождение, либо опять же таки день рождения ваш, может быть, даже день рождения там кого-то ваших близких, где вы очень рады за этого человека, понимаете, это ваша радость и ваша дорога. Вот такой хороший знак. Может быть, у деток у ваших будет день рождения. В любом случае, вы полностью будете сфокусированы на этой теме. Она принесет вам очень много радости, очень много удовольствия, подготовка, обсуждение, разговоры. В любом случае, прекрасно. Еще раз говорю, либо это путешествие, какое-то долгожданная мечта, да, ваша осуществляется, приносит вам много радости, либо это вот праздник в честь дня рождения, либо зачатие идет, да, вот такие моменты. Это главные моменты именно недели. Так, дальше смотрим. Что касается работы, но на работе тьфу-тьфу-тьфу, у вас все стабильно, все спокойно, вас никто, если вы работаете, не беспокоит, вы занимаетесь своим делом. Да, может быть немножечко рутинно, но я вижу, что вы найдете какой-то выход и вам не будет скучно. Вот реально, вам не будет скучно. У вас, смотрите, какой-то собеседник появляется, вы очень много с кем-то говорите. Может быть, вы кого-то будете обучать, либо новый коллега появится, да, с которым вы будете много общаться, вам будет интересно, потому что человек идет интересный. Обмениваться, может быть, будете опытом. То есть очень хорошая ситуация. Кстати, может быть, ну это точечно, опять же таки, да, может у вас какая-то командировка будет, да, на всю неделю, там, в филиал, либо в
другой город, где вы познакомитесь с человеком, который будет реально вам очень интересен. И с этим человеком вы будете проводить очень-очень много времени. Очень хорошего времени будете проводить много. Вот, правильно сказать так. Так, еще. Если у вас были какие-то вопросы и проблемы, эта неделя не лучший момент для решения каких-то серьезных дел. Потому что вы на этой неделе, ну, во-первых, вы в состоянии эйфории праздника, вы не думаете о проблемах, по крайней мере, вы не можете себя прям таки заставить, да, глубоко об этом подумать, уж тем более приложить туда усилия. Лучше, если есть возможность, отложите до лучших времен, как говорится. Потому что если вы начнете действовать там спустя рукава, да, ну, то есть не вкладываясь на 100%, скорее всего, вам придется потом заново начинать весь этот путь. Ну, вы просто потеряете время, да, возможности и настроение, да, у вас может немножечко, ну, сказаться это, да, на вашем настроении. Поэтому, если есть возможность, все важные дела делового плана, государственного плана отложите на другую неделю. Понимаете, что так будет намного лучше и намного правильнее. А здесь в любом случае, я не знаю, тут, если это не день рождения, не праздник, у вас будут встречи с родственниками, встречи с друзьями, очень много общения. Общение прям такое, ну, доброе, близкое. Вот мне почему родственники идут? Потому что люди все общаются очень вот прям по-хорошему, по-доброму. Они друг другу рады. Может, вы вольетесь в какое-то комьюнити людей под одним, я не знаю, там, лозунгом, да, с одним интересом, с одними целями. Может быть, вы пойдете на какие-то курсы, может быть, это будут тренинги, может быть, это будет, я не знаю, новое какое-то ваше увлечение. Там, спортом вы займетесь, либо вы на йогу запишетесь, либо вы, не знаю, там, танцевать пойдете, да, то есть вы встретитесь с большим количеством людей, которые к вам очень доброжелательно настроены, и вас прям принимают, как будто бы в семью принимают. Мне прям почему-то идет семейственность, и что вот родственники, друзья, близкие люди, все вот соединяются в каком-то одном месте. Это может быть дом, а может быть какое-то кафе, ресторан, вот что-то. Почему-то мне идет, что это либо не ваш дом, либо это, в принципе, да, не дом, не жилое помещение. Вот такой момент может быть. Так, еще в паре, в браке. Ну, честно скажу, тут тоже, как и на работе, спокойствие и гармония. Вы спокойны, ваш партнер спокоен, вы в хорошем настроении по отношению к друг другу. Здесь прям такое, знаете, прям взаимопроникновение, и у кого-то прям, то есть поймайте себя на мысли, что у вас прям такая сумасшедшая между вами эмпатия, вы разговариваете без слов, мысли у вас сходятся, и вы вот прям на одной волне. Вас очень порадует эта ситуация, и порадует, что вы друг к другу именно так относитесь. Прям, знаете, как радостно вам станет на душе, что вот мой любимый человек ко мне настолько расположен. И ваш любимый человек тоже за это порадуется. Будут у вас идти разговоры достаточно серьезные, но в легком ключе. То есть на этой неделе, если вас что-то волновало, за что-то вы переживали, вы можете все обсудить. Обсудить и не переживать, что это закончится с какой-то ссорой, скандалом, либо выяснением. Вы в позитиве. Вот вся неделя у вас идет под позитивом. И ваш партнер тоже в таком же состоянии. Так что, мои дорогие, вот как раз-таки можно все обсудить, все спорные вопросы, все спорные моменты можно оговорить. Так, здесь момент того, что, скорее всего, смотрите, будьте аккуратны, потому что я вижу, что у вас попытаются, вы как будто бы в облаках будете летать всю неделю, да, и вот ходят вокруг вас такие люди, по крайней мере, женщина такая ходит, которая, попробует воспользоваться этой ситуацией, чтобы, что-то у вас, например, там украсть, да, забрать, либо вот что-то вам подсунуть. Есть женщина, которая к вам очень нехорошо относится, и она в вашем окружении, вы все никак от нее не избавитесь, да. Вы ее, может быть, уже и обозначили, уже и понимаете, кто это и почему, да, но никак вы от нее не избавитесь. Все, вы ее что-то жалеете, да, то времени нету, то возможности нету, то не случилось, не сложилось. Вот эта женщина, она попытается вот такой черной кошкой втиснуться в вашу жизнь, в ваш дом, и
и внести какой-то негатив, вплоть до того, что, еще раз говорю, да, она может что-то у вас забрать, украсть и использовать дальше в каких-то своих целях. Если понимаете, о какой женщине говорю, женщина темненькая, темненькие волосики, темные глазки и такая, знаете, вот она говорить любит, жаловаться любит, при этом прикидывается ягненком, а в душе и по сути это скандалистка, еще та, да, очень с дурным характером женщина. Вы ее уже, я честно скажу, я понимаю, что вы ее уже видели, ее истинную суть, ее истинное лицо вы видели. Вот если эта женщина будет к вам таки набиваться, напрашиваться, не пускайте, придумайте любую отговорку, даже пусть это будет смешная отговорка, не переживайте, она больше, чем вы боитесь, да? Боитесь, вернее, она боится, что вы ее обнаружите. Поэтому прям таки говорите, что я не могу, мне некогда, 5-е, 10-е, давай там, иди своей дорогой, да, живи своей жизнью. Не переживайте, она не обидится. Главное, чтобы у вас в семье все было хорошо. И вот этот мир и гармония, чтобы вы сохранили. Так, детки. Детки будут вас радовать, будут чем-то вас даже, не то чтобы радовать, удивлять скорее, да, вот прям какими-то взрослыми мыслями, какими-то поступками взрослыми, да. Может, там ваш маленький ребенок возьмет там посуду помоет за собой. Представляете, вот прям так удивит вас. Либо наоборот что-то вот такое сделает хорошее, правильное, доброе. Тут, кстати, может быть такой момент, что в дом принесут либо котенка, либо щенка, какую-то животиночку принесут. Если вы не можете оставить, я вижу, что вы, все равно с добрым сердцем, доброй душой, возможно, вы попытаетесь найти семью для этой зверушечки маленькой. Но, тем не менее, да, не ругайте своего ребенка, понимайте, что милосердие, оно прививается с ранних ногтей. И пусть лучше ваш ребенок сейчас жалеет кошечек и собак на улице, чем он потом будет, скажем так, обижать людей. Не ругайте, понимайте, что все не так уж и плохо. Удивит, конечно, вас ребенок своими высказываниями. Высказывание какое-то, либо дело очень-очень прям, не по годам идет почему-то, вот прям не по годам. Прям такие, знаете, могут быть и слезы радости, да, за то, что ваш ребенок именно такой. Так, что касается денежки. По денежке я скажу так, что вы в какой-то эйфории, вам денежка особо так и не нужна, да, вы полны эндорфинов, денежка у вас есть, денежки вам хватает, но, конечно же, не столько, сколько бы хотелось. Возможно, будет какой-то момент, что вы что-то увидите, с чем-то столкнетесь, и вот прям будете понимать, что мне не хватает, да, либо я сейчас все отдам и останусь при своем интересе, да, скажем так прямо, либо я откажусь от своей хотелочки, да, и у меня денежек там хватит до зарплаты, либо там до аванса. Мои дорогие, это правильная позиция, я вижу, что вы прям из транжира переходите вот в такого человека, который все считает. Это все правильно. Не идите на поводу своих хотелочек. Конечно же, себя нужно баловать, но хотелочки это не самый лучший наш, скажем так, проводник по жизни. И иногда стоит себе отказать. Либо просто хотелочку поменять на что-то другое, более важное или более выгодное. Не идите на поводу у этой ситуации. Отпустите ее. Поймите, что в следующий раз вы более постараетесь, заработаете больше денежек, и все у вас будет замечательно. Вы при денежке. Денежки вам хватает. Да, ее там, карманы от нее не трещат, но тем не менее денежка есть. Так. И здоровье. По здоровью, если честно, вам хорошо. Вам хорошо, и это замечательно. Вы не будете обращать на это внимание. И ваша энергетика, вот энергетика добра, счастья и радости не позволит никаким там вирусам и гадостям ворваться в вашу жизнь и ее опечалить. Вот такая идет ситуация. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.